третьем, четвертом, пятом классе учились мы вместе. В одном классе, вероятно, я за ней партой, за ее партой. Школа была в одном здании сейчас. Сейчас это медучилище. Это какого-то богатого Дерекойского свой дом. Он был, наверное, в свое время в 20-х годах выслан. И этот дом сделали школой при немцах. Bizimde remont yapkan ediler. Son pencere çanayana kaldı. Mıhhan bir şeyler kaldı. Aldım onu oynaganda. Ableye 80 kıvırgana var. 22 gün, 21 gün больницaya yattık. Derikoylu bizim ballar var idi. Var benim adıma Gemi Cember demezler, derler Cember. Niçin deseniz, может быть, bizim mahalle, İfacık mahalleye 4 tane ember var idi. Patlak Göz ember var idi, Kadiyov ember var idi, men ember. Sonra, onun için biz oynardık. Aranlar var idi. Oynaganda birbirlerini derdi, mıkçı davay. Ta ki benim adım Halgan idi mıkçı. Наш папа купил у румынов за 35 рублей золотыми, кстати, лошадь. И вот этой лошадью управлял я. Огород, сад, там, копали им же, возили. Во дворе лошадь, корова немецкой породы, мы говорили, которая, насколько это вот ведро. Мама утром ведро, в обед ведро и вечером такая корова. Я был хозяином 12-13-летним пацаном. Я за этим смотрел. Папу в 1938 или в каком-то году его посадили, сказали, что он ругался против сельсовета. Выдумали такую вещь, чтобы папу посадить. Да. А потом папа говорит, как я ругался против сельсовета. Я стоял в сельсовете Согердим. Йокса, как? 13 месяцев, что ли, папа сидел. Ночью пришли, вставайте. Чего? Вы выселяетесь. За измену родине, значит, вы выселяетесь. 15 минут вам сроку, выходите. Папа, да я инвалид, там, я этот. Да мы немцам не служили, мы не сотрудничали, ничего не. Все, папа погрузил на лошадь, на нашу лошадь. Что там, полмешка муки, какой там одеяло, покушает, одежду там это. И опустились, вот где сейчас автостанция речки течет, вот у речки нас всех собрали. Я не знаю, за сколько мы доехали до Запорожья, голодные, кушать хотим. У мамы какой-то отрез был, она подала этим людям. На станциях ждали люди, местное население. Они давали на обмен, значит, ты дашь там что-то, там тряпку какую-нибудь, они тебе булку хлеба или нет. И вот мама отдала вот эту самую подкладку от пальто, что ли, и дали нам булку хлеба. И мы трое вот этих пацанов, голодные там, тем более это дети, вот братишки. Поезд трогается, разламываем хлеб, а там уголь сплошной.
вероятно, мука где-то рассыпалась, и собрали этот памук. Собрали и приготовили, и не от класса жалко. А вот голодные люди, и вот хлеб, вот сейчас я поем, и вдруг... Мы набросились на фрукты, это было июнь, мы же начали, набросились на фрукты и начали умирать. И вот мы, дети, 13-14-летние дети, начали их хоронить. Мы хоронили и бабушек, и больных, и это, умирали очень много. Мы похороним, завтра опять похороны, туда приходим, а могила раскопана, выкопана. Вот так. Шакалы. Они раскапывают, и как мы хоронили, вероятно, дети. И съедали наших покойников. В 7 лет или 8 лет ему было, он умер. Тогда же малярия была. От малярии все умирали, да. От голодовки не умерли. От малярии тогда умирали, от татар. Тогда лечения ничего уже не было. Вот так. Тогда много поумирало. Я приехал отчет сдавать или чего, в Самарканд приехал. И увидел ее где-то там, я не знаю, по дороге или на базаре. А, ля-ля-ля, что? Да вот, кончаю я техником, она говорит. Какой техник? Медтехником. Направление куда дадут, не знаю. Ну, тогда можно было предлагать. Я говорю, ты попроси Сургут. И она попросила Сургут, она приехала в Сургут. Там я начал за ней ухаживать. Какой хочу. У нас родина, вот есть же, который там, ему все равно там. А крымских татар, наверное, нет ни одного, который бы не хотел бы этого.